Хорошее здоровье – один из самых важных критериев службы в армии. Уровень самочувствия, как и морально-психологическое состояние новобранца, определяет медкомиссия. Кроме того, огромную роль здесь играет и коммуникабельность молодого парня, умение найти общий язык и компромисс в спорных вопросах. Командованием воинских частей ценится не хуже, чем физическая подготовка солдата. Это понимают и в военном комиссариате Назрани и Назрановского района, поэтому тщательно отбирают молодое пополнение. На сегодняшний день прошли 195 человек призывной комиссии. Из них были направлены на дополнительное обследование, так как жалобы у граждан на состояние здоровья, мы их направляем в СКБ. Оттуда пока вернувшиеся несколько человек, и они в команде у нас готовы. По оповещению еще у нас также занимаются военно-учетные столы. Они выполняют свою работу. Сказать в полном объеме не могу, так как осталось еще не вручены повестки, и они делают отчет каждую неделю. А сколько граждан призывного возраста проживают на территории Назрани Назрановского района? Около 5-6 тысяч человек. В рамках весеннего призыва пополнят ряды вооруженных сил страны 96 новобранцев из Назрани и Назрановского района. Наши ребята будут служить в элитных войсках, которым зачастую призывники сами отдают предпочтение. Это войска Национальной гвардии, сухопутные, военно-космические и военно-воздушные. С района из города Магаз было отправлено на сегодняшний день 45 человек. В команде уже отправлено. Также для населения хочу сказать, что были направлены призывники в ближайшие регионы наши, имеется в виду в Нальчик были направлены. Ближайшие войска, это ВКС, это то же самое, Новочеркасск, Адлер. Нести службу в армии обязан каждый гражданин, достигший совершеннолетия. Для оповещения призывников сотрудники военкомата проводят большую работу. Организованные подворные обходы при содействии сотрудников администрации и различных общественных организаций. Ведут беседы с родственниками ребят, объясняя им, что ждет тех, кто уклоняется от прохождения службы в армии. Впрочем, молодые люди и сами не против, делятся в военкомате. Свое неодобрение в основном выказывают родители. Сказать сейчас в весеннем призыве, они большинство сами добровольцы проходят военный комиссариат, сами добровольно проходят комиссию. Пока добровольцы. Желающих много из-за отсутствия, не знаю, каких-то либо причин, со слов отца, со слов матери, они как-то не хотят идти, но у них есть желание, энтузиазм поехать и служить в армии. Конечно, проводятся мероприятия, ни разу было выступление в телевидении, в радио, Дом культуры, собирали всех родителей, там, участников вузов, политехнического колледжа, родительское собрание было. Всех собрали, объяснили, что в СВО никого не забирают. Их набирают и направляют служить. Год отслужат, приедут, все. В военном комиссариате отмечают, явка молодых людей в рамках весеннего призыва хорошая. Потенциальные призывники являются сами, не дожидаясь повесток, ведь сейчас у них есть возможность отслужить только год, а осенью призывников будут забирать в армию на 2 года. Есть даже изменения, как и в федеральном законе 53, где они все в этом году проходят службу 1 год, но в осеннем призыве внесли изменения, будет 2 года. Пока мы делаем такие мероприятия, чтобы доходчиво объяснить населению, что вот, мол, они сегодня прошли в армию, отслужили год, приехали, все спокойно. Чтобы потом не пришлось 20. Да. Военкомат набирает и тех, кто желает служить по контракту. Дело это добровольная возможность получить специальность, достойная зарплата и поддержка от государства. Это лишь часть преимуществ, которые дает контрактная служба военнослужащим. А вообще призывная кампания продлится до 15 июля. Всего в рамках весеннего призыва планируют призвать 147 тысяч человек по всей стране. Адам Мережков, Джамалиев Султыгов, Новости 24.